Родившаяся в солнечном Баку, она излучает солнце, согревая его лучами каждого, с кем однажды ее свела дорога жизни. Известная вокалистка, исполнительница джазовых и блюзовых композиций, зажигательного латино, романсов, эстрадной музыки, замечательный педагог, народная артистка Республики Северная Осетия Алания, неподражаемая Анна Албегова. Сегодня наша гостья. Спасибо. Анна Хачатуровна, это сейчас выступать перед публикой для вас привычное дело. А тогда, в 60-х годах, помните свой первый выход на сцену? Это было, кажется, в Германии, в военной части? Да, совершенно верно. Были концерты военные, папа был командиром дивизии, и предоставили мне слово. И я пела, я даже помню эту песню «Гусарская баллада». Это, конечно, было для меня очень волнительно. И папе сказали: знаете, у вашей дочери такой талант, его надо продлить и сделать ее артисткой. Ну, тогда это совершенно было не так серьезно. Да что вы говорите, о чем вы говорите? Ну, вот спустя некоторое время я закончила в Германии 10 классов, приехала сюда по распределению. Папа демобилизовался, и приехали мы сюда, в Орджоникидзе. И я поступила в училище искусств. В одном из интервью вы рассказывали, что инструмент вам родители приобрели у семьи известного немецкого патриота Эрнста Тельмана, да? Да, все правильно. И у меня даже есть фотография. Я сфотографировала с женой Эрнста Тельмана, Роза Тельман. Это было... Я была маленькая, где-то 7-8 лет. Но для меня до сих пор я фотографии вижу и, конечно, вспоминаю с трепетом. Расскажите нам про годы учебы в училище искусств. Кто еще из наших известных музыкантов с вами учился? И почему дирижерско-хоровое отделение? Очень интересный вопрос. Я закончила в 70-м году школу под Берлином. И потом мы приехали сюда, чтобы... Я хотела вообще на иностранный язык в университет, но не получилось с документами. Поэтому увидел брат, объявляется дополнительный набор на вокальное отделение училища искусств. Аня, это твое. Я пошла. Теперь первый тур прошла бесподобно, все в восторге, конечно, вот ты будешь. Потом второй тур прошла, на третий мне вот говорят: вы знаете, у вас меццо-сопрано восстанавливается к 20 годам, поэтому не получается. У нас есть шикарное отделение дирижерско-хоровое. А я играла на инструменте и пела, и сама, в общем, было все нормально. И меня уговорили пойти на дирижерско-хоровое отделение. Но я, к сожалению, от радости не думаю, что это было правильно. Потом я закончила дирижерско-хоровое отделение, училась Валериком Гергиевым. У меня вот моя однокурсница Людмила Сергеевна Мамукова. И все мои подруги, они все работают до сих пор. Ну, кто так, кто в школе, кто в училище. В общем, мы такие молодцы. Вы сами по специальности добросовестно проработали в разных коллективах нашей республики. Когда я закончила, и Агунда пригласила, тогда был женский коллектив, камерный коллектив хора. И руководитель была Агунда Татархановна. А потом мы даже давали гастроли, все было хорошо. А потом сделали капеллу, и я там работала. Я даже работала инспектором хора. И это было такое время, никогда не забуду. Это вот гастроли, это первый раз. И мы ездили и в Москву, и в Ужгород, и куда мы только не ездили. И это так здорово, когда девчонки шутят, и мы все шутим, и все было хорошо. А джазом когда увлеклись? Я вот работала, если бы мой папа знал,
Я работала в шикарном ресторане «Клуб Империал». И вот там услышал один учредитель, он говорит: «Джаз – это твое». Я говорю: «Да что ты, это твое джаз, попробуй». Я попробовала, и все пошло на десятку. Так что все было хорошо. Я до сих пор пою. Сейчас, если хочешь выучить какую-нибудь песню на каком угодно языке, можно легко все найти в интернете. Правильно. А в те времена были, наверное, проблемы, да? Конечно, были. Элементарно вот слова песен находить. Да, но друзья есть, которые это хорошо делают. Вот был такой Хитагуров. Он как делал нам фонограммы и тексты. И это он проездил весь мир на корабле. Потом Анатолий Урусов, руководитель, был такой ансамбль «Красные маки», филармония. Тоже для меня специально написал песню об Осетии. Это я когда пою ее, то люди плачут, и я сама, в первую очередь. Так что вот с фонограммами сейчас очень легко, а тогда нет. И делали вот эти все наши друзья. Заза, потом вот Хеток, потом, многие. Так что вот так. Как о педагоге, ваши ученики отзываются о вас всегда очень тепло. Хотя и добавляют, что в учебе Анна Хачатуровна строгая и требовательная. Да, это было. Я создала группу, называется «Диза Карлин». Но они, когда вот мы сделали эту группу, они всю эстраду здесь, как это сказать? Все было настолько хорошо, что удивлялись, как такая группа, 4 человек, Диза Карлин, состоит из слогов моих девчонок. Диана – Ди, За – это Замира, Кар – это Карина, и Лен – это Лена. И получилось Диза Карлин. До сих пор они говорят, что вы наша мама, лучше его никогда в жизни не видели и не слышали. И я была примером, и они для меня. Говорят, любовь к музыке, она заразна. Судя по тому, что ваша дочь Диана тоже певица, это так? Это правильно. Она солистка музыкального театра, филиал Мариинского театра. Она солистка. Яблоко от яблони. Далеко не... Вот это вариант был такой. До сих пор ее обожают как певицу. И она на сцене тоже огонь, азартно. И внуки у меня есть, и дети нормальные. Так что все хорошо. Анна Хачатуровна, а пару лет назад вы поехали на шоу «Голос». Да, это правда. Было такое? И я хочу сказать, есть у меня друзья, Балатаев Альберт, он КВНчик. И вот он даже не спросил меня, хочу я, не хочу. Он написал заявку, электронный пароль, и меня вызывает. Там в жюри сидела Аксюта, где-то человек 4 было. И я начала петь «Summertime». Это джазовая композиция. Это великая песня. И они послушали, и я пошла. И когда иду, Аксюта говорит: вы слышали, как она джаз поет? И там мои друзья были, ждали меня, когда я выйду. Говорит: ну все, да, я говорю, все. И мы собираемся и уходим. Потом мне звонок. Анна Хачатуровна, вы где? Я говорю: а я домой еду. Как домой? Вы прошли? Я говорю: я прошла. А что делать? Ну, давайте по телефону, завтра встречаемся. Они попросили меня что-то шустрое, живое, веселое. Я так и спела какой-то романс, не какой-то, а романс «А лошади не хочет». Теперь настало время, сидит Лещенко, Меладзе, Агутин и еще Пелагея. И я пою этот романс, наши там
что вытворяли там в гримерке, мы их видим, да, вот за окошком. Они там балдели так. Теперь вдруг у Лещенко загорелось «Я вас выбираю». И тут и Нагиев меня поздравляет. «Ой, мы как рады, что вы в нашей команде». Через несколько минут заходят девочки и говорят: «Анна Хачатуряновна, первый раз вот такое за сколько время аппаратура не сработала. Она сработала автоматически. Лещенко не нажимал». Ну, кто-то там их и... Кто-то... Потом понятно было, что Агутина отец был, потом этого отец был, и всякое такое. Ну, я очень не жалею. Это надо было мне там быть. И поэтому я была. Это хороший опыт, хорошее настроение. На ваших концертах вы всегда заряжаете зрителей своим позитивом, даете насладиться силой и величием вашего незаурядного голоса. Всегда есть возможность слушать любимые хиты отечественной и мировой классики. Сегодня мы вас тоже будем просить исполнить что-нибудь для наших телезрителей. С удовольствием. Я спою сейчас джазовую композицию. Великолепная певица Натали Кол поет «Love», любовь. Поэтому любите, будьте любимыми, и чтобы все было хорошо. Просим вас на сцену, Анна Хачатуряновна. Пожалуйста, давайте. Is for the way you look at me. Oh, is for the only what I see. V is very, very extraordinary. Now E is even more than anyone that you are talking of. It's all that I can give to you. Love is more than just a game for two.